В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Работу Центра управления регионом проверил глава Якутии. В Горном Улусе продолжается строительство объектов к играм «Манчары». Якутские дизайнеры приняли участие в неделе моды в Москве. Сотрудницу органа опеки Булунского района Якутии, обвиняемую в халатности, заключили под домашний арест. 15 апреля жительница села Таймылыр сообщила в орган опеки и попечительства, что ее супруг угрожает убийством сыновьям 1 года и 2 лет. Несмотря на поступившие сведения об обстоятельствах, реально угрожающих жизни и здоровью малолетних детей, сотрудница органа опеки и попечительства ненадлежащим образом отнеслась к исполнению своих обязанностей. Не приняла мер, направленных на изоляцию детей от отца, что повлекло их гибель, говорится в сообщении. Женщину задержали и предъявили ей обвинения. Она признала свою вину в полном объеме. Суд принял решение об избрании ей домашнего ареста. Расследование продолжается. Якутян просят воздержаться от поездок на острова в период вскрытия рек. Превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда на реке Лени в эти дни будут завершены. Подготовлены пункты временного размещения населения, пункты отгона скота. Из отделяемых населенных пунктов заблаговременно отселяются пожилые люди, больные и беременные. В Хангаласском районе будет обеспечена работа судна на воздушной подушке. Несмотря на предупреждения, граждане продолжают выезжать на островные части. В связи с этим на период прохождения ледохода будут выставлены посты. Глава Якутии Айсен Николаев поручил Центру управления регионом важную задачу. Он комплексно рассмотрел текущую деятельность методологического, аналитического и социологического блоков Центра. Согласно данным тепловой карты, на сегодняшний день в топ-5 проблемных направлений, поступающих в органы власти от жителей в сети интернет, входят вопросы вакцинации от COVID-19, ЖКХ, социальное обслуживание и защита, здравоохранение и дороги. Также в связи с погодными и сезонными условиями многие обращения связаны с уборкой снега, наледи и талых вод. С учетом предстоящих масштабных строительных и ремонтных работ по дорожной сети в Якутске, Айсен Николаев поручил Центру совместно с администрацией города организовать сбор мнений жителей столицы при организации схемы движения общественного транспорта. В России планируется проведение более 100 хакатонов по искусственному интеллекту среди разработчиков до 2024 года. Ожидается, что общее количество участников соревнований составит более 20 тысяч человек. Мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Организаторы ставят своей целью продвижение искусственного интеллекта и вовлечение IT-разработчиков в развитие данной технологии в России. На данный момент несколько команд в Якутске активно работают над разработкой проектов по разным продуктам. Например, есть проект по анализу снимков КТ для выявления ковида. Есть проекты по аналитике больших данных с использованием искусственного интеллекта и машинного обучения. Строительство спортивных объектов в Бердигистяхе Горного района идет полным ходом. Они возводятся в рамках проведения 21-х игр «Манчары», на которые съедутся лучшие спортсмены со всех уголков республики, чтобы сразиться в национальных видах спорта. На днях рабочая делегация Министерства спорта Якутии и Центра национальных видов спорта имени Василия Манчары «Мадун» ознакомилась с условиями предстоящей работы судейского корпуса. Для обслуживания соревнований будут привлечены 246 судей, в числе которых есть арбитры международного класса и судьи всероссийской категории. Окончательно определено место соревнований по таким видам спорта, как настольные игры «Хабылык», «Хамыска» и стрельба из традиционного лука. Также завершено строительство конюшни. На данный момент будут проводиться работы по реконструкции скаковой дорожки. У нас будет судейская коллегия в составе 14 человек, которые будут работать непосредственно вот на этом ипподроме. Как видите, трибуны уже готовы, судейская готова, конюшня тоже готова. Потом мы приедем сюда еще раз, когда уже снег сойдет. Внимательно посмотрим дорожку, чтобы там были хорошие повороты, стартовую машину. Ну и вообще условия, потому что сейчас снег, пройти мы во многие места не можем, ну и дорожку не видим пока. Надеемся на хорошую работу плодотворную. У нас скачки будут проходить в прямом эфире. Опыт у нас проведения уже есть с прошлого года. Мы неоднократно выходили в прямом эфире НВК «Саха». У нас все идет поминутно, без всяких опозданий, с хорошими комментаторами. И в прошлом году все зрители были очень довольны.
В Москве завершилась традиционная неделя моды. В прошлом году фестиваль проходил в онлайн-формате. В этот раз организаторы вернулись к привычным мероприятиям со зрителями. На неделю моды в столицу приехали сразу несколько якутских дизайнеров. На показе Марфы Федоровой побывал Максим Кардозу. 2021 год действительно год новшеств. И впервые неделя моды в Москве проходит здесь, в музее столицы. Вы смотрите на главный подиум. Буквально через считанные минуты здесь будут собираться гости для того, чтобы посмотреть на показ якутского дизайнера Марфы Федоровой. Марфа представила 20 уникальных образов. Ее героиня – это современная девушка, которая хочет и умеет быть модной в любой компании. Так как я живу под горой, гуляя много в лесу, я вот решила все вот проанализировать, и чтобы это было удобно, комфортно и стильно, и красиво и в лесу, и в городе. Такие удобные, там некоторые вещи с подкладами тренчи, некоторые такие непромокаемые вещи. Пыталась создать такое универсальное между фэшн, чтобы девушка и в лесу была красивой. Марфа участвует в Московской неделе моды не впервые, и каждый раз она выводит на подиум якутских девушек. Акулина Санникова, не модель, работает в фонде социального страхования, и для нее участие в модном показе – это настоящее приключение. Ну, у меня еще в прошлом году осенью, получается, приглашала Марфа поучаствовать на этой неделе моды. Я просто не смогла по работе, и на этот раз решила, когда она предложила, решила не упускать такого шанса. Потому что в моем возрасте я как бы возрастная модель. Я как бы была наготове, уже быстро написала заявление на отпуск и сразу приехала. Поддержать Марфу пришли якутяне, живущие в Москве. Мне очень понравилась верхняя одежда, то есть тренчи, куртки очень классные, очень красивый крой, очень такой интересный. Также понравилась летняя коллекция, получается, платья красивые, оттенки очень такие весенние, свежие, очень классно. Среди зрителей на показе была и известная российская певица Екатерина Айова. Она давний поклонник творчества Марфы Федоровой и с удовольствием носит ее наряды. Я люблю Марфу, я сейчас в ее наряде. Марфа всегда попадает в точку. Я в них езжу куда-нибудь на какие-нибудь, не знаю, показы. Например, в ее костюме ездила в Англию на один показ классный. Мне все делали комплименты, что это за брюки из какого-то материала. Они просто... Но у нее какие-то такие сочетания очень классные. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. В юбилейном 30-м конкурсе профессионального мастерства «Учитель года» серебряным призером стала преподаватель математики гимназии номер 1 города Нерюнгри Ирина Гончарова. В конкурсе принимали участие 27 педагогов. О том, какой путь прошла нерюнгринка к своему призовому месту, расскажут наши коллеги. Свою преподавательскую деятельность Ирина начала в 2012 году с гимназии номер 1, где работает и по сей день. Учитель математики. Ирину отличает способность воспринимать и реализовывать на практике новое и учитывать уже имеющееся. На ее уроках царит атмосфера доброжелательности и взаимного уважения. Ребята трудятся добросовестно. Педагогическая кредо, скорее всего, это учись у времени, в котором ты живешь. Потому что у нас процесс глобализации не стоит на месте. И мы просто обязаны подстраиваться под современные реалии, и идти в ногу со временем. Потому что современных детей надо учить уже современными технологиями. Ирина не только учит детей, но и сама находится в непрерывном развитии. Для этого принимает участие в различных конкурсах на районном и республиканском уровнях. Став абсолютным победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года», Ирину ждал республиканский этап. В его финале развернулась борьба между представительницей Нерюнгри и учителем из Якутска. Разрыв между баллами был небольшим, участницы шли на равных. Ирина Гончарова стала серебряным призером юбилейного конкурса «Учитель года 2021». Необходимо было представить систему своей работы, то есть полностью. Это и предметная, моя урочная деятельность в системе. То есть сначала в форме такого семинара я представляла свои технологии, свои формы работы. На уроках я демонстрировала, как это действует на практике. Воспитательная деятельность, то есть нам был предложен провести час общения. И мастер-класс для педагогов. Участие в конкурсе, по мнению Ирины Гончаровой, это командная работа. И она благодарна своему наставнику Самсоновой Юлии, которая поддерживает Ирину с первых шагов ее профессионального пути в школе. Данные конкурсы дают колоссальный опыт,
заставляют тебя по-новому взглянуть на себя самого, посмотреть на остальных участников, оценить себя. Ты не должен останавливаться на достигнутом, должен постоянно расти, ради того, чтобы хорошо учить детей, чтобы зажигать с собой сердца детей, чтобы они тоже вместе с нами горели. Кроме серебряного трофея республиканского конкурса, Ирина Гончарова была награждена нагрудным знаком «Отличник образования Республики Саха-Якутия», а также стала обладателем именной премии «Признание». Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Православные христиане отмечают вербное воскресенье сегодня. Это один из 12 главных церковных праздников. Он посвящен прибытию в Иерусалим Иисуса Христа. В праздничную литургию в Преображенском кафедральном соборе сотни якутян пришли в храм, чтобы разделить молитву и осветить символ сегодняшнего праздника – вербу. В этот день, в память о том, как встречали Христа в Иерусалиме, освящаются веточки верб, как мы знаем. Согласно Евангелию, дети и вообще горожане, приветствуя Христа, постилали под его ноги одежды и клали под ноги и помахивали удержащимися руками веточками пальмы, ваи. Пальмы у нас нет, к сожалению, а вербочки есть. И поэтому в русской традиции как раз освещаются первые веточки, которые распускаются весной. На этом выпуск подошел к концу. Оставайтесь с нами, берегите свое здоровье.